В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Акционерное общество, акционерная компания «Железные дороги Якутии» входит в десятку крупнейших компаний республики, занимает лидирующие позиции среди региональных компаний в сфере транспорта. Деятельность железных дорог Якутии имеет важное стратегическое значение не только для Якутии, но и для Дальневосточного края, а значит для России в целом. Тема нашего разговора сегодня – актуальные вопросы деятельности компании. Наш гость в студии Василий Шимохин, генеральный директор акционерного общества акционерной компании «Железные дороги Якутии». Василий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. И прежде всего, каковы итоги деятельности компании за прошлый год и первый квартал этого? Компания, как всегда, успешно выполняет те задачи, те, которые перед компанией стоят. Это, в первую очередь, это обеспечение северного завоза и вывоз продукции предприятий, в том числе и угольной промышленности, на общую сеть, на экспорт, для потребителей всей страны. В прошлом году действительно из-за загруженности восточного полигона БАМа и Транссиба, потому что в стране в целом повернулся объем перевозок в эту сторону. Если говорить о компании, то мы везем порядка от 7 до 10 миллионов тонн в год, то восточный полигон сегодня везет 160 миллионов тонн. Поэтому, безусловно, возникли сложности с отправкой груза и, в частности, у крупных наших грузополучателей. Здесь произошло небольшое снижение. Но за счет того, что компании и в прошлом году, и в этом году за первый квартал даже у нас на 4% рост по северному завозу, мы полностью северный завоз, республика, все те грузы, которые необходимо было для промышленных предприятий, для коммерческих структур, в том объеме, какой в прошлом году и в этом году мы завезли. То есть компания полностью справилась с теми задачами, которые были поставлены нам как перевозчику по объемам перевозки груза. Мы рассказали о перевозке грузов, а каковы ключевые направления дальнейшего развития компании? Вы знаете, компания, безусловно, рассматривает дальнейшее развитие. Два проекта больших рассматриваются. Первый – это, конечно, строительство дороги на Магадан. И в рамках тех вопросов, которые сегодня рассматриваются и в правительстве, и к 50-летию БАМа, это такой перспективный вопрос, который позволит вовлечь в оборот достаточно большие предприятия, которые находятся на территории нашей республики, в том регионе, в восточном регионе, и предприятия Магаданской области. Этот проект идет уже около 2 лет, и мы имеем решение Совета директоров, согласие российских железных дорог на это. И я думаю, что в этом году мы начнем постепенно к этому вопросу подходить. Это первый такой большой проект, который компания занимается. Вторым крупным проектом, конечно, это вопрос погранперехода Джилинда. Мы уже говорили неоднократно о нем, мы тоже около года работаем вместе с коллегами из Амурской области. Это речь идет именно о загруженности этого восточного полигона, как мы говорим, и то, что наши многие предприятия угольной промышленности не могут свою продукцию отправить в порты Дальнего Востока, в частности, сжиженный газ и многие другие предприятия, то этот погранпереход помог бы многим нашим угольным предприятиям отправить груз напрямую, потому что от Неринга там буквально 400 километров до погранперехода, и компания сегодня совместно с российскими железными дорогами, совместно с правительством Амурской области, безусловно, с нашим правительством, занимается этим вопросом для того, чтобы, конечно, увеличить объемы производства в республике и отправить их. Эти два ключевых таких момента, которые и записаны в нашей программной работе на 2024 год, в решениях Совета директоров и в тех решениях при отчете, когда компания отчитывалась перед правительством Республики Якутия, эта рекомендация была нам дана, чтобы мы занялись этими направлениями, тем самым увеличивая и экономический, и промышленный потенциал республики. А насколько успешно сегодня развивается направление пассажирских перевозок компании? Вы знаете, мы даже не ожидали, запуская несколько лет назад, что именно постепенно начнется такой большой интерес к пассажирским перевозкам.
Вы помните, наверное, несколько лет назад, буквально год назад, была реконструкция аэропортов у нас города Якутска и города Нерюнгри, когда ремонтировались, строились новые взлетно-посадочные полосы и так далее. Мы ожидали, и в этот момент произошел такой определенный взрывной интерес к нашим вагонам, к нашим, так сказать, перевозкам и в сторону Благовещенска, и в сторону Иркутска, Хабаровска, Владивостока, да и в целом тут на Нерюнгри. Мы думали, что это все происходит именно из-за того, что не работают аэропорты, что нет в полном объеме возможности вылететь куда-то нашим пассажирам и нашим жителям республики. Ну вот порты заработали, все наладилось. Успешно начали летать авиакомпании, количество рейсов увеличилось, но тем не менее за 2-3 недели билеты на железную дорогу уже не купишь, потому что мы нашли свою нишу именно пассажиров, те люди, которые, возможно, не могут себе позволить более дорогие билеты, а семейный отдых, выезд, значит, на Дальний Восток, Хабаровск, Владивосток. Перспектива очень хорошая. Какова социальная ориентированность компании и насколько это важно? Безусловно, вот эта социальная программа, она у нас работает очень длительное время, начиная от подготовки в школах, в тех районах, где проходит, и в Улусах, где проходит наша железная дорога, есть договора социально-экономического развития с теми районами, и начиная со школы, у нас есть школы железнодорожные классы. Затем мы имеем транспортный техникум на Нижнем Бестяхе, учим людей в Алдании, в Алданском политехникуме, в Нерюнгри. Затем направляем по нашему направлению совместно с правительством высшее учебное заведение, ребят, обеспечивая и затем возврат. Вот эта линейка вся. Плюс, когда молодые специалисты приезжают, ну понятно, что это молодые семьи, мы стараемся их обеспечить в полном смысле, начиная от той интересной жизни, которая для них важна. Это и спортивные мероприятия, проводятся спартакиады всевозможные. Это и создан в последнее время культурный центр, где проводятся и с самими сотрудниками мероприятия, и народный хор. Кстати, недавно получил народного наш хор, и ансамбль, и встречи с выдающимися людьми, творческие встречи, и заканчивая мероприятиями, связанные с обеспечением жилья. И то, что молодые специалисты по приезду получают квартиры. Мы в прошлом году сдали 2 дома в Нижнем Бестяхе. В этом году приступаем к строительству жилого дома в Нерюнгри. Сдаем в прошлом году 26 квартир сдали в Тамоте и так далее. То есть это такая большая, если все рассказывать, нам просто эфира не хватит, если мы расскажем, начиная от того, что мы там детям в год детства у нас в республике, мы до 3 лет каждому ребенку бесплатно по литр молока даем для того, чтобы нашим сотрудникам, для того, чтобы поддержать молодежь и так далее. Очень много, так сказать, мероприятий проходит и по линии профсоюзного комитета, по линии администрации, для того, чтобы закрепить кадры. И практически надо сказать, что текучести кадров у нас есть. Иногда мы там даем объявление точечно, там, если подыскать специалистов. А так в целом считаем, что наша социальная политика позволяет нам укомплектовать компанию «Железные дороги Якутии», и у нас вахтового метода нет. Василий Владимирович, в этом году полувековой юбилей БАМа. Вот что планируется, какие мероприятия? Вы знаете, для железных дорог Якутии 50-летие БАМа – это очень важный, такой для нашей компании это очень важный момент. Потому что все знают 84-85 годы, окончание строительства Байкало-Амурской тогда железной дороги. И все строители, особенно центрального участка БАМа, пошли строить наш АЯМ, Амуро-Якутскую магистраль. И основу компании «Железные дороги Якутии» составили именно бамовские строители. Именно отдел временной эксплуатации глав Бамстроя. Это вот основа была компании «Железные дороги Якутии». Поэтому у нас очень много, во-первых, ветеранов.
во-вторых, еще сотрудников, во-вторых, у нас работают уже дети бамовцев, те, которые приехали, здесь остались, и у них появились дети, они у нас в компании работают. Поэтому все мероприятия, которые связаны с этим бамовскими мероприятиями, они для нас очень важны и коллективом очень воспринимаются. Ну, есть разные уровни 50-летия бамовских мероприятий, есть всероссийский, указ президента, федеральная награда выделена, региональные награды Амурской области, Читинской области. Каждый регион отдельно программу составил. Есть отдельная программа Бамовского содружества. Есть такая организация Бамовского содружества. В 64 регионах России существует как организация. В Якутии тоже существует Бамовское содружество, которое объединяет бамовцев, которые работают, ну, решая их там какие-то вопросы. Вот. Кроме этого, большая программа по российским железным дорогам в рамках этого мероприятия. Кроме этого, отдельно по республике, буквально постоянно под эгидой Минтранса, нашего Минтранса Республики, под руководством зампреда правительства, первого зампреда правительства, есть план работы, проходят мероприятия, там книги издаются. Но апогеем мероприятий будет две даты. Это 23 апреля в Кремлевском дворце съезда состоится большое торжественное мероприятие, делегация Якутии будет участвовать. Это как раз 23 апреля, это ровно 50 лет, когда первый был съезд комсомола, Всесоюзный съезд комсомола, и 23 апреля первый десант поехал на БАМ. Это первое. Вот 23-го будет это. И второе, 8 июля в Тынде будет большое торжественное мероприятие. Большое, так сказать, они будет длиться порядка 2-3 дней. Будет 2-3 дней длиться. Это будет как раз 8 июля был подписан указ о начале строительства. Поэтому в рамках этих мероприятий и компания «Железные дороги», и ветераны, которые здесь у нас на территории республики, в Нервинском, Валданском, у нас и есть якутский комсомолец, ребята, которые работали на Беркаките, они на сегодняшний день также будут участвовать, и мы готовим рабочий поезд, который пойдет с Нижнего Бестяха. Один пойдет с запада, другой восток, мы с севера. И 8 числа мы должны встретиться в Тынде на мероприятиях. Это очень интересные мероприятия, творческие. И я думаю, что и ветеранам, и особенно молодежи, будет интересно прикоснуться к тому наследию, которое сделали и бамовцы, и все. И для республики, для многих будет это просто интересно. Что ж, Василий Владимирович, спасибо вам большое, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо за то, что пригласили. Всегда готовы рассказать о деятельности компании и о тех мероприятиях, которые мы проводим. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». Увидимся в эфире.